Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. От осложнений после гриппа скончались еще 2 человека. Таким образом, количество погибших достигло 7. Как сдержать разгулявшийся вирус, избегая человеческих жертв? Подробности в материале Яны Гагиевой. Новый детский сад открылся во Владикавказе. Он рассчитан на 320 мест. Его построили в рамках исполнения майских указов Владимира Путина. Папа может все, особенно когда он многодетный. В честь Дня защитника Отечества сегодня чествовали мужчин, которые воспитывают более чем 3 детей. И эти и другие темы далее подробно. От осложнений после гриппа во Владикавказе скончались еще 2 человека. Они несколько дней находились в критическом состоянии. Жизнь поддерживали с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких. Врачи так и не смогли их спасти. Таким образом, количество погибших достигло 7. Об этом сегодня премьеру Сергею Такоеву доложил министр здравоохранения Владимир Селиванов. По его словам, сейчас в больницах остается 79 инфицированных с пневмонией. 3 из них в тяжелом состоянии. Вспышка, по словам медиков, повлекла неконтролируемый рост цен на некоторые препараты. Лекарства дорожают и из-за падения курса рубля. В связи с этим сегодня принято постановление, согласно которому Минздрав будет мониторить оптовые цены на рынке медикаментов. Под контроль попадают порядка 3000 жизненно важных препаратов. Планируется создать специальную комиссию. В нее помимо фармацевтов войдут юристы, экономисты и правоохранители. Это не значит, что мы теперь будем поголовно карательным органом, который будет, грубо говоря, пугать все аптеки и так далее. Нет. По плану будем идти, смотреть. Если будут жалобы людей, будем эти жалобы, естественно, рассматривать, ну и так далее, так далее. Просто вот дело новое, дело, так сказать, для нас и знакомое, и незнакомое, как бы. И поэтому хочется, чтобы не ломать дров и не размахивать шашкой, а планомерно, грамотно, с тем, чтобы не было потом жалоб в прокуратуру, ту же самую, чтобы не было судебных исков и так далее. Правительство сегодня поддержало и реализацию проекта «Лес Победы». По всей республике посадят именные деревья по числу погибших в Великой Отечественной войне. К акции планируют привлечь ветеранов, родственников погибших, а также школьников и студентов. Сегодня же Кабинет министров одобрил концепцию развития отрасли информационных технологий. Она войдет в профильную госпрограмму. Главная цель документа – создание условий для развития в республике IT-проектов. Яна Гагиева, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ. Защитника Отечества. Всего 2 слова, но сколько смысла в них. Наша страна по праву гордится своими героями. В России были, есть и будут настоящие защитники своих детей, семей и родины. В преддверии праздника в Северной Осетии состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к мемориалу славы. Стройная колонна прошла до стелы героям-освободителям, где митинг открыли государственным гимном. Живые цветы, как дань уважения однополчанам, принесли люди, которые сами 70 лет назад были в строю, приближая победу. Также память павших героев почтили глава республики Таймураз Мамсуров, председатель правительства Сергей Такоев, представители органов власти, члены общественных организаций, жители столицы и школьники. В завершении официальной части мероприятия всех участников пригласили отведать полевую кухню. Есть несколько причин на то. Первое – это, наверное, возвращение любви народа к своей армии. Второе – это подготовка празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне в этом году. Ну и третье – это патриотическое мероприятие, которое крайне необходимо для воспитания молодежи, для удовольствия ветеранов, наверное, да и всех жителей Владикавказа, и не только всей республики Северной Осетии, а для армии это 5 республик Северного Кавказа и Южной Осетии. Везде проводятся мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Новый детский сад открылся во Владикавказе. Он рассчитан на 320 мест. Его построили в рамках исполнения майских указов Владимира Путина. Более чем за 1 год здание возвели с нуля по самым современным технологиям. Подобное дошкольное учреждение есть лишь в Кизляре Моздокского района. Здесь есть музыкальные и спортивные залы, оборудованные необходимым инвентарем. Кроме того, для 12 групп построены игровые беседки. Наняли 99 работников, 42 из них педагоги. Всего на строительство сада потратили 177 миллионов рублей.
Их выделили из федерального и республиканского бюджетов. У нас программа функционирует в целом по республике. В этом году планируется открытие нового детского сада на 350 мест в городе Владикавказ, также в Кировском районе, в Ордонском районе. И, конечно же, в каждом абсолютно районе будут создаваться дополнительные места. Это в виде реконструкции, пристроек к существующим зданиям, либо, соответственно, приспособление свободных площадей на территории школ, учебных заведений, где можно открывать группы продленного дня для детей. В Северной Осетии сейчас в своей очереди в детский сад дожидаются более 9 тысяч детей, более 2500 в живой очереди. Они требуют немедленного зачисления. В этом году, по данным Министерства образования, планируется открыть порядка 3000 дополнительных мест. Рая Дзантьева, Яна Гагиева, Заур Цеов, Осетия ТВ. Северная Осетия готовится к 70-летию Победы. В преддверии Дня защитника Отечества глава республики вручил государственные награды ветеранам Второй мировой войны. Юбилейные медали от Таймураза Мамсурова получили 15 фронтовиков. Глава обратился к воинам-интернационалистам и к молодому поколению. Он сердечно поздравил всех с наступающим праздником и поделился важной новостью. Я хочу вам сообщить, что ровно час назад в Кремле нашему земляку, нашему старшему товарищу Исрафилу Макееву президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Путин Владимир Владимирович вручил памятную медаль в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Под вынос знамен все поднялись со своих мест. Ветераны с трепетом и волнением принимали награды. Это они, главные герои праздника, выстояли и победили, без остатка отдав все силы, чтобы сберечь Отечество от фашистских захватчиков. В списке награжденных фронтовики со всех районов Северной Осетии. Один из них, Павел Голубев, ушел на войну, когда ему было всего 17. Он сражался на Ленинградском фронте в зенитной артиллерии. На его груди множество боевых и юбилейных наград. Когда меня забрали на фронт из голодной семьи в 1944 году, я был 150 сантиметров ростом и 47 килограмм весом. Вот такой солдат. В Забайкалье я встретил победу на пути по дороге к Японии. Нас уже перебрасывали на Дальний Восток для войны с Японией. И вот в пути нас... станция Сретенка. И мы там встретили, остановили нас утром, наш эшелон, построили всех и объявили: конец войне. И вот, извините, простите меня за слабость. Неприходящей ценностью остаются истории солдат-победителей, их любовь к родному отечеству, их знания и мудрость. И, к счастью, сегодня у старшего поколения есть достойная смена. Заслуженных наград удостоены 43 представителя воинских частей и подразделений республики. Теперь на груди у молодых бойцов красуются ордена мужества, медали за военные заслуги, за отвагу, медали Суворова. Вручал награды командир, генерал-лейтенант 58-й армии Андрей Гурулев. Он рассказал, что совсем недавно 3 офицера общевойсковой армии Южного военного округа получили звезды Героев России. Сегодня здесь, перед ветеранами, я хочу сказать и заверить о том, что армия есть и способна выполнить любые задачи в любое время и в любом месте. После торжественной церемонии награждения виновников торжества поздравили творческие коллективы республики. Сегодняшнее мероприятие – это лишь хороший старт. Впереди масштабные акции и встречи, посвященные Дню Победы. Залина Губурова, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Папы со стажем получили подарки ко Дню защитника Отечества. Уже 3-й год подряд многодетные отцы не остаются без внимания в свой адрес. Благодарности за преданность отцовскому долгу, памятные календари и главный подарок – серебряные часы получила 20 суперпап. Чтобы поднять настроение, отцам предложили послушать веселые стихи и узнать в них себя. А еще некоторым пришлось ответить на каверзные вопросы ведущей вечера. Организаторами мероприятия выступила общественная организация «Объединение многодетных семей России». Подобные акции активно поддерживает председатель правительства республики Сергей Такоев. В этом году подарки получили не только осетинские папы. В гости в Северную Осетию приехали 4 многодетных отца из Чеченской республики. У Анзора Матаева 6 детей и уже даже есть внуки.
Для меня важно все-таки, чтобы дети нашли в жизни удачу. Удачу в людях, удачу в профессии. И главное, что? Главное, чтобы эта профессия, она была, чтобы она и кормила, и была хобби. Чтобы и хобби, и работа. Это крайне редко случается, но вот на моем примере я нашел себя и в журналистике.